Ахмат Хаджи Кадыров – имя, навсегда вошедшее в историю чеченского народа и России. Это был человек, победивший чуждую идеологию, восстановивший справедливость и заложивший фундамент мира на родной земле. Именно благодаря деятельности Ахмат Хаджи Кадырова сохранена целостность российского государства. Это его целенаправленная деятельность во многом способствовала стабилизации общественно-политической ситуации на Северном Кавказе, от чего в то время зависела и целостность, и безопасность Российской Федерации. В 1957 году семья Кадыровых вернулась на свою историческую родину, а в 1968 будущий лидер окончил Бочаевтовскую школу. Он получил религиозное и светское образование. علم دلش ديلي بيش ديلي الشي بيش عليه الصلاة والسلام أولاش بيش بوسو منح بيش علم أديش متعلمش بيش علم درجة شغل قال وش تسوتها قاح وش إيش توزن وإذا تحصيله لما حاتوقرر أعمل حاجينا وسير من الكوكب هذا حا أقا أفسال نحيل نخليه شغل عيل البارمي حا إنستوت إسلامسكي إريكتروش إكبرتاح ولوش توقاح وش إيه حيل خلر حقشرة دقو متعلمش علم ناخ أربع والخلر علم درجوش ديل دين درجوش ديل كلام درجوش فيمن عليه الصلاة والسلام سنة درجوش أولا طريقة درجوش شيء بوختيرة اشتتوق أحد يقصيلا لتسين قاتش نريقة يسخلوش الله دال يلسمني حا درج كعصوق دال ديكنسة Ахмат Хаджи Кадыров был образцом любящего семьянина, который неустанно заботился о благополучии своих близких. Его сердце болело за родную республику, погруженную в бедствия войны и разрушений. Он понимал, что родине необходимо помочь, и с решимостью взял на себя эту миссию. Ахмат Хаджи Кадыров бросил вызов международному терроризму. От его действий зависело выживание чеченского народа, и он справился с этой миссией. Какую вы видите Чечню в будущее, независимой от России или в составе России? Я бы хотел видеть свою республику, значит, свободной от всех банд, от всех войн, чтобы человек мог свободно пойти на работу, в конце месяца получить зарплату, и чтобы его не убивали на улице. Я бы хотел такой видеть Чечню и всех остальных. Что для вас? Свобода вот этого. Для человека свобода вот это. Ахмат Хаджи Кадыров был и политическим лидером, и духовным наставником. В 2003 году он инициировал референдум, предоставив чеченскому народу право самостоятельно решать свою судьбу. Мы заложили фундамент, чтобы у нас больше никогда войны не было. Это Конституция наша. Это международный документ. Если кто-то через 50 лет задумает прийти и сказать: освободительную войну вам построить исламское государство, пусть он сперва проведет референдум. Хочет ли народ этого или не хочет. Иначе есть Конституция, принята народом, которую может только народ отменить. Вот это вот самый главный камень у нас. Ахмат Хаджи Кадыров мечтал увидеть процветающий регион и мирно живущих в нем граждан. Он заложил фундамент для этого будущего, но, к сожалению, не увидел всех положительных изменений, которые происходят сейчас. Всей своей деятельностью он самым убедительным образом доказывал, что нет и не может быть никакого знака равенства между бандитами, террористами и целым народом. Фактически все эти годы он прикрывал собой и Чечню, и чеченцев. И уверенно вел свою республику к мирной жизни. Ахмат Хаджи Кадыров ушел из жизни 9 мая, в день нашего общенационального праздника, в День Победы. И ушел непобежденным. Дело, которому посвятил свою жизнь Ахмат Хаджи Кадыров, продолжает его сын Рамзан Хаджи Кадыров. Вместе с верными соратниками он следует его курсу. Сегодня регион динамично развивается. Грозный восстал из руин, став центром притяжения туристов. Это кажется невероятным, если вспомнить состояние городов и сел более 20 лет назад. Ахмату Хаджи Кадырову удалось объединить народ и положить начало мирной жизни. Хава Айдамирова, Аслан Искаев, Неделя.